Ну что, друзья, вышел я из дома. Такие у нас планы. У нас есть здесь два горячих источника и крепость. Сначала мы идем в одну сторону, где-то километр до горячего источника. Там смотрим обстановку. А потом возвращаемся в обратную сторону, 1,5 километра. Там тоже горячий источник. Я думаю, надо все вам показать здесь. Раз уж я здесь оказался. Ух ты, что я тут вижу. Да елы-палы. Смотрите, нет, не просятки. Запорожец. Запорожец. Рядом с разрушенным домиком. Свинюшки пойдут со мной сейчас. Пойдете? Герои и моего фильма. В общем, вот такие тут улочки. Идем гуляем. Специально решил пройтись пешком, чтобы вам показать всю атмосферу этого поселка. Весы старинные. Ну, как старин советского периода. Зелок 130-й. Красота. В общем, друзья, тут целая улица и очень много заброшенных домов. И не десятки, а сотни. Вот такие усадьбы бывшие. Вот смотрите, что случается с участком за 25 лет. Видно, вот, что дом, возможно, даже двухэтажный стоял здесь. За 25 лет, как он зарастает. Ну, постепенно все-таки вот обустраиваться тут. В общем, друзья, здесь в основном раньше жили грузины, но после войны по разным причинам здесь их не стало, поэтому очень много заброшенных домов. Немного, мне кажется, здесь на 80% заброшено все. Вот. Еще один красивый домик. Смотрите, дерево выросло прям по центру дома. Дом, похож, сгоревший, наверное, тоже двухэтажный был, красивый. Друзья, ну здесь, в общем, просто залежи старой техники. На одной улице я уже вижу 5-ю старую машину. Это у нас Волга. Очень приглядном состоянии. Жалко машинку. У меня в коллекции такой еще нет, а вот здесь пропадает. Конечно, ее уже не восстановить, наверное. Но тем не менее. Жалко машинешку. Номера еще старые. Друзья, в общем, мне сегодня предстоит пройти более 5 километров пешком, чтобы снять для вас интересный материал. Поэтому я вас прошу отблагодарить меня, поставить лайк, написать какой-нибудь комментарий, потому что это всегда помогает продвижению этого канала. И это будет самой лучшей благодарностью за мою работу. Но вообще самая высшая благодарность — это когда вы сделаете репост этого видео у себя в соцсетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке. Это тоже поможет очень моему каналу. В общем, спасибо вам за то, что смотрите, за то, что помогаете мне. Ну а я буду и дальше снимать, ходить, чтобы вам было интересно. В Абхазии я уже 6-7 раз, наверное. И, честно говоря, когда приезжал на машине, не замечал такой разрухи в таких селах. Потому что обычно ездишь вот центральной трассой, а здесь просто идешь пешком и в шоке просто пребываешь от того, что видишь. Вот здесь прошел буквально метров, наверное, 200, и все дома заброшены. Заросшие вот такими зарослями. Вот здесь все. Такая грустная ситуация, но люди сюда приезжают. Постепенно поселок восстанавливается. Конечно, он так не становится, каким был раньше, потому что многие дома уже не восстановить. Но картинка, конечно, здесь грустная. Вот буквально опять заброшенная машинка. Хрюшками. Тут у нас и корова бродит, в общем. Все в сборе. Да, такое ощущение, как будто по джунглям ходишь каким-то заросшим. Москвичонок у нас тут лежит. Ну, вот еще одна машинка. Волгарь. Переделанный. Здесь вообще можно открывать музей советских машин. Они здесь просто разбросаны. Старые номера, скорее всего, машина просто не оформленная, поэтому ее использовали как пикапчик такой сельский.
спокойно. Вот, друзья, прошелся только лишь по одной улице и увидел сотню заброшенных домов и 5 старых брошенных автомобилей. А улиц еще здесь очень много. Здравствуйте! А скажите, на источник как пройти? Вот налево туда и прямо. Все, спасибо. А здесь что такое находится? Что слушаете? Здрасте. Так что слушаете? Интересно. Материал стоит. Понял. Привозятся там рассылка. А сырой делали там. Вы местный житель? Да? Отсюда родом? Нет. Понял. С Украины родом. Ого. А давно здесь? Такой 70 лет. А с Украины откуда? Запорожская область. О. Ребят. Сестра в Донецке живет. И здесь сколько живете уже? Сколько? Сыну уже 36, дочери 32. Внуки уже с 76-го года. А как попали сюда вообще? Приехал отец здесь. Вы в самом поселке живете здесь, да? Нет, я на трассе. Да? Как зарплата у вас здесь? 1025. Участник работаете? Участник работаете? Ну, да, так, частно, все частно. А вот эта пятиэтажка старая или новая? Так, вот это? Да. Ну, это перед войной что-то. Перед войной еще, да? Да, это перед войной начали строить, а после войны лет 5 крышу закрыли, и так и бросили. Видимо, финансы закончились. А здесь сколько грузин вообще жило в этом поселке? 500 дворов было. 600. Мингрелы. Мингрелы? Да. Это что за народ? Ну, то же самое, что грузины, вот в Гале живут мингрелы все. А здесь тоже мингрелы живут. 500 дворов немалое село. А они сами уезжали, выгоняли их? Сами уехали. Сами? Да. Ну, спасибо большое. Всего хорошего, до свидания. В общем, друзья, жили здесь мингрелы. Надеюсь, правильно выговорил эту национальность. Вот. Ну, как Сергей сказал, что это те же самые грузины. В общем, во время войны они сами отсюда уехали, когда абхазы наступали. Никто не выгонял. Не знаю, правда это или нет, но то, что услышал от украинца Запорожской области, который живет здесь. Вот этот комплекс построили еще до войны. Вот не достроили. Сейчас здесь находятся только коровы. Пятиэтажное здание с подвалом. Привет, буренки. Здорово, здорово. Какой-то должен был учебный пансионат, наверное, быть. Эх, какая дорожка красивая должна была быть. То ли это форма для отливки. Непонятно, честно говоря. Скажите, друзья. То ли так должны были ложить дорожку. Интересно. Шикарное состояние, почему люди домой не заберут. Вот. Вот. Склад готовой продукции. Интересно. Стоимость весит килограмм 100, наверное. Да, это дорожка. Должна была куда-то везти. Интересно сделано. Вот такой у нас пансионат. Тут, блин, дорога, может, до шоссе выложить. И здесь корова. Да что ж такое прям ферма. Наверх мы не попадем. Лестниц нету. Можно, конечно, но не нужно. Ищем источник горячий. Ну что, друзья, наконец-то нашел горячие источники. Сейчас искупаюсь. Засниму всю эту красоту, которая здесь находится. Но только это вы увидите в следующей серии, потому что фильм и так затянулся. В общем, надеюсь, фильм вам понравился. Как всегда, делитесь своими эмоциями, впечатлениями. И если возникли вопросы, обязательно пишите мне ВКонтакте, в Одноклассниках или Инстаграме. И смотрите следующую серию. Пока.